Многие из нас предпочитают приобретать продукты питания на рынке. Однако бывает и такое, что люди сталкиваются с недобросовестными продавцами, которые выставляют на прилавки просроченные продукты. Чтобы пресекать подобные нарушения, сотрудники Государственного комитета по стандартам энергетическому и техническому надзору регулярно проводят проверки. Первый объект, на котором мы побывали вместе с сотрудниками Госстандарта, это супермаркет «Кормилица» на Сухумском рынке. Проверяя сроки годности молочных продуктов, сотрудники Госстандарта не выявили каких-либо нарушений. Здесь молочная продукция, все в одной полке. Здесь мясного ничего нет. Вот. Это правильно? Это правильно. А по срокам? По срокам, вот, если выборочно посмотрим, да, что у нас здесь. Так, до 04.03.19 года. Как бы здесь как бы он действует как холодильник сверху, здесь дует холод, и он как бы условия тоже соблюдаются. Немного сложнее оказалась ситуация в мясном отделе. Здесь нарушено товарное соседство. По правилам, мясные продукты не могут храниться с рыбными. Помимо этого, проверяющих смутили и наклейки со сроком годности продукта. Небольшие нарушения. Нельзя переклеивать заводскую маркировку. Вот в данном случае, видите, потребитель должен, вот его истинная дата производства. 7 дней разницы. То есть это обман потребителя. Мясная и рыбная продукция в этом холодильнике присутствует. Нарушается товарное соседство. Это грубейшее нарушение. Сотрудники Госстандарта проверили практически все отделы магазина, однако больше каких-либо нарушений не выявили. Что касается продажи мяса, будет составлено письмо в администрацию супермаркета с требованием исправить ситуацию. Работа поставлена на должном уровне. Условия хранения, сроки годности нормальные, не нарушаются. Товарное соседство, там есть вопрос по одному холодильнику. Мы напишем предписание, его устранят в течение 15 дней. Также на всех видах позиций товара вот, стоят ценники, вы видите, это нормально. Так и должно быть. Намного сложнее оказалось внутри рынка. Увидев видеокамеры, многие продавцы стали складывать свой товар и прятать его под лавки. Проблема в том, что продукты питания они продают буквально на земле. Для всех очевидно, что делать этого нельзя. Не раз продавцов предупреждала и администрация рынка. На многих торговых точках товар без какой-либо упаковки разложен на лавках из ящиков. Некоторые продавцы стараются укрывать продукты, но в любом случае сыр, молоко и мясо должны храниться в специальных холодильных камерах. Недопустимо вот так вот на тротуарах и в открытых прилавках продавать мясную и молочную продукцию. И даже вот грецкий орех. Сюда могут и попадает с улицы пыль, грязь, и все. Животные помогут подойти. Нарушение, отсутствие маркировки. А срок годности какой у него, как нам определить? В ходе проверки было выявлено, что во многих местах мясомолочные продукты подвергаются неоднократной разморозке. Товар, который должен храниться в морозильных камерах, продавцы складывают на прилавки. А это грубое нарушение правил. Следы льда говорят о том, что оно неоднократно уже размораживалось и замораживалось, что категорически запрещено. Без маркировки, неизвестного происхождения, что здесь. Неоднократно тоже размороженное, замороженное. При этом продавцы утверждают, что замораживать обратно эти продукты не приходится, так как они их реализуют в течение дня. Многие люди не хотят с холодильника. И они вот именно хотят вот оттуда. Те, которые хотят с холодильника, пожалуйста, они у нас лежат. Мы их выкладываем. Мы каждое утро товары продаем по одному ящику. У меня она не размораживалась. Это местного производства. Через день товар получаем новый. Все как положено, так и делаем. Госстандарт Абхазии планирует подписать соглашение с Роспотребнадзором, что даст возможность управлению получить доступ к так называемому черному списку запрещенной продукции на территории России. Сотрудники Госстандарта отметили, что на центральном рынке нарушения в основном связаны с нормой хранения продукции и их реализацией. По всем этим нарушениям в ближайшем будущем будет составлен подробный отчет. Сария Смыр, Томас Чиковани, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.